хлеба? Без с утра. С утра не заряжено нифига. Не накушать. Не, я с утра как бы наоборот себя приучил. Ты приучил просто. То, что надо. Покушать надо, надо, да. Ну потом уже видишь. Целый день как бы, да. Ну что, всем доброго утра. У нас традиционный утренний завтрак. Ну, правда, тут не просто традиционная яичница, тут еще и макарошки с тушеночкой. И первые, и второе все в одном флаконе. На улице погода нормуль. Печка у нас сегодня немного подостыла, но зато ничего, наоборот, зато выспались хорошо. Как мы видим, уже светло. Время, смотри, ранее, это просто без 29, ну, обычное время, что. Ну, да. Должен успеть. Сегодня, наверное, будем сворачиваться на Белецкий край. Можно было завтра свернуться, но послезавтра поехать, но нету рейсов на автобус. Да. И в идеале было сегодня все проверить, скажем, перенести на то озеро. Блин, хотелось бы, конечно, там до туда вот так и не дошли. Ну, что так получилось? Значит, так оно должно было и быть. Главное, что такой монстр сегодня туда влетел. Блин, да. Было бы Хотя неплохо. не на 35-ю леску, там есть у тебя более мощная леска? Ну да, там на 4-я есть, 45-я у меня там есть. Это еще в заводском монтаже. Там она распряжались вот это вот. 35-я леска, ну она уже намотана была. Мне вообще кажется, Ну вот, ребята, хорошая леска была, и я оставил. 0,5, мне кажется, как минимум надо. Ну да, это когда такие бонусы, это конечно. По большому счету ведь толщина лески не влияет на поклевки, потому что все равно там висит поводок, это все. Она видит, не видит. Вот у меня зеленые поводки, скажем, та же трава, допустим. Да, конечно, поводок-то такой, блин. Кто-то вообще, видишь, поводки не использует, берет на леску цепляет, ну типа дает шанс. Если типа говорит, поводок отпугивает там, чтобы рыба не видела. Видел, какие у меня поводки? Как поросячьи. Да. Ну да, где-то так, понятно. Не работает, это пофиг. Я как-то стоял, даже у меня намотала. Это лески не было. Черная капроновая нитка. 2,5 миллиметра или сколько. Пофиг. На капканы вспомни. Веревка, капкан. Пофиг же, щука берет даже в чистых водах. Да, конечно, такое железо висит. Она подходит, так цап. Может быть, она и хотела бы и отпустить, обратно отпустить, но уже так поздно, шелк. Я на капкан я одну единственную щуку ловил. Тоже накупил капканов, думал, буду ставить. А смысл, думаю, ставить, если жерлицы стоят там, одна, вторая сработка. Ну, капканы там, где много щуки и Да. крупная щука, монстр где есть. Там, да. Ну, на северах вот это вот привыкли так рыбачить, конечно. Ну вот у нас, я тебе говорю, тоже есть лесная речка, там Сибирь. ямки. Может, приходит ставить 10, скажем, 10 капканов поставил, там, 8 щук, вот снял вот эти. Все, что там было, все влетело. Все улетело. На мойву. Второй день там одна-две все остатки. Ну, все, все. на этой ямке кончилось. Все, пошел на другую ямку, допустим, взял другую ямку. Там Да, интересно. нет такого прессинга, как, скажем, даже у вас. Вот у вас хоть и сходили, все равно ближе к городу. У вас, наверное, народу все равно больше рыбачит, чем у нас. Конечно. Это в любом случае, да. Сейчас ты можешь видишь, ну, современный мир уже, современная рыбалка. Раньше человеку было, да, на лямпах я пойду, вы что, мне делать, что ли, нет. А сейчас человек даже не особо рыбачит, он просто купил себе деньги, позволяет снегоход. Ну, катается, понял. Ну, совсем уже купил удочку, так посидеть на льду просто, вот и все. У вас, наверное, такого нет, чтобы вот вышел на простор реки, да? И чтобы в радиусе там 5 километров одной и другой стороны никого больше не было. Ну, смотря где, интересно, ну, так, с одной стороны. Бывает уже. Ну, да.
А так это, прессинга побольше, естественно. Вот даже взять Троицкую у нас вот. Сейчас народу меньше намного рыбачит. А раньше вот перевал База, там и рыба раньше клевала. Столько машин, столько рыбаков. Вот проезжаешь речку, ну рыбаков 15-20 там сидит везде. Независимо, если выходные, не выходные, да? Все равно сидят. Особенно на выходных это вообще речи не было. Сейчас почему-то меньше, именно на реке, вот на Печоре, переправе. Потому что у нас был молевой сплав. В районе Троицка была лесоперевал База, ЛПБ. Огромные запани, получается, это все, лес собирался, потом оттуда через эстакаду грузился, получается, поднимался, сортировали его прямо там на перевал Базе и загружали уже готовый лес в вагоны и все такое. А лес со всех верховий, вот так что леспромхозы были там Шерляски, там всякие Мишкинёльские, туда-сюда. Весь лес по речкам стекался в наш Троицк. Скажем, что ниже, вот наши места там, собирали этот лес, скажем, ниже нас еще там, допустим, на той же Печоре, может быть, такая же ЛПБ была, еще где-то. Может быть, на Уктуле, я не знаю, там дальше что-то. Но факт то, что... И вот лес, представляешь, кубометрами, огромными площадями лежал этот лес. Что-то тонуло. Вот это кора, это все, это терлось, это все на дно ложилось. И получается, эти всякие короеды, скорее всего. Да, конечно, конечно. Но была почва для размножения всякой еды для рыбы, для той же рыбы. Хотя говорили, что молевой сплав губит природу, но почему-то именно когда был молевой сплав, рыбы было, я тебе скажу. Того же сега язя почему-то было не так много. Была благородная рыба, хариус, сик, вот это же нельма, семга, все было. Ну, смотри, 30 лет. Судоходство прекратили уже 30 лет, как, наверное, уже больше. Молевой сплав прекратили. По идее, рай для рыбы, да, должен быть. А рыба-то кончилась. Да, сейчас есть. Да так то же самое у нас. Потом, опять же, было судоходство, смотри, они туда-сюда ездили, волной смывали всю грязь, вот эту тину, камни были чистые, получается. А теперь что получается? Вода стоячая, вот такой слой ила, река илится, получается, типа стоячая, быстрых перекатов мало, немножко там хариус держится, а ил, вот эта тина, это уже почва для кого? Для язя того же сраного, блин. А язь развелся, что он делает, хищник? Жрет всего малька, малька сига, малька хариуса. Вот и все. Было бы судоходство, возможно, вот, и были бы чистые камни, было бы больше хариуса, меньше язя того же. Все было. Я говорю, что-то вот меняется в реке, и меняется в корне вся система полностью. Потому что не может быть особых загрязнений не стало. Ну то, что строить там канализация идет, но хлорка очищает. Для такой, как говорится, огромной реки, это все равно, оно все растворится, не должно так на рыбу влиять. Ну, аварии были нефтяные, но опять же они в низовьях, там Вижма, вот, Ухтинга, в Вижму попадала, там тоже вот это все. Нефть, но нефть почистили, нефть ушла. От этого не так, зависит, конечно, почему нет, это все зависит, но в основном пропал налим крупный, именно крупный. Пропал хариус, опять же крупный. Появилось очень много язя. Я думаю, все к этому. Из-за этого. Так, все. В общем, завтракаем. И встречаемся на реке. Сегодня у нас завершающий этап. Поднимать я не буду, знаешь, по каким причинам? Пока. Во-первых, это очень долго, очень много времени займет. Это наматывать каждую палку. Быстрее будет насадить, закинуть также. Да, малек есть, чуть тем более. Возможно, засыпем, потому что снег есть. А потом как-нибудь я на досуге приеду. Где-то так же, вот, пока кухня не остыла. Возможно, послезавтра или когда там денек отдохну. Сделаю уже дембельский аккорд с завершением. Может быть, все-таки я съезжу на то озеро, все-таки попробую, что там как получится. Ну да, правильно. Прокачусь. И сделаю то, что не успели мы сделать чуть ли. Как-то вот так.
Поехали. Как оно, ничего? Чего? Нормально, не сильно колбасило? Так, че? Что, сработка, да, походу, нет? Знаешь, что загнут, но вроде как будто бы. Ветерок такой сегодня южный, но такой резкий, бля. Давит прям высоким. Приятно будет. На реке, да. Надо будет сегодня подзасыпать уже. Замерз, наверное, мама, не горюй за 2 дня. Конечно. Мороз еще был. Что, будешь смотреть комбайны? Было что-то загнуто, так не хочу. Градусов 20, наверное, с ветром. Сейчас посмотрим. Хрен поймешь, или груз тяжелый, или натяжка, блядь. Он покрывал ген. Да? Значит, нет никого. Там была натяжка, знаешь, типа что-то зацепа куда-то. А так смотри, да, лунки не замерзли ни хрена. Пофиг мороза, они засыпанные, все замерзает. Ну что тогда? Езжай там, поднимай, я начну долбить, придешь, потом эти сам посмотришь. Что делать? Ух ты, сегодня, блин, кайфово будет, блин. Ладно, где наша не пропадала. Я говорю, надо было мотовильцы взять, да может и поднимать нахрен. Что-то я тупанул. Не взял ни хрена мотовильцы. Ладно, посмотрим по результатам. Видно будет. Все, Андрюха покатил. В общем, сегодня решили разделить, чтобы побыстрее все управиться по-светлому. Я остаюсь здесь на палках. Андрюха поехал поднимать жерлицы, вытаскивать своего монстра. Ну а потом уже что успеем, удочки, комбайны, это все будем поднимать. Что-то я сейчас вот приехал, думаю, надо было все-таки взять мотоильца, но решили пока оставить, так что пока, скорее всего, оставим. В общем, посмотрим по улову. Сейчас проверяю, сколько успею. Буду насаживать, живцов тем более не так много. Если все будет по-пустому, просто подниму наверху, это все оставлю, чтобы не долбить. А потом в следующий раз просто соберу крючки и все. Начинаем. В общем, друзья, планы поменялись у меня буквально сразу же на первой палке. Лед больше 10 сантиметров, тяжело долбить. В общем, решил я сделать так. Вот отдолбил 3 палки, буду проверять по 3 палки, чтобы удобнее было с этой камерой. Новая камера у нас тоже морозов боится, оказывается. Вот, сделал так, чтобы лезла лопата, почистил, чтобы чисто для проверки. Сначала проверяю без живцов, без ничего. Проверяю. Есть хорошо, нет так нет. Проверяю, отпускаю. Потом по результатам проверки уже будет решение, что оставить, какие палки, какие поднять, чтобы в дальнейшем не раздалбливать. В общем, все зависит от улова. Оставим только те, где есть живые налимчики. Остальные, если нет улова, палки будут подняты. В общем, приступаем к проверке. Так, надеюсь, видно. Вот так вот видно, да?
Смотрим, что у нас тут. Тут вроде был бы где-то даже один ёршик был, мы насаживали. Ага. Ёршик был здесь, уже окочурился. И ничего интересного. Сразу же отпускаем. Морозец такой и ветер. Хорошо, что ветер дует в спину. Вот руки сразу схватывает. Просто сейчас вообще насаживать, наживлять, ковыряться в воде вообще не камильфо. Смотрим. Все зависит от улова. Будет улов, будем рыбачить. Тут что-то даже есть. Мелкий налимчик. Пусть плавает. Эту палку оставим по-любому. Потом, если что, живца сюда добавим. И все. Вот третью. В общем, будет какой улов, так и будет решение. Оставлять палки или не оставлять. Но походу здесь особого улова ждать не стоит. Скорее всего, основная партия палок будет поднята. Все, руки уже все застыли. Вот палку беру, она прилипает просто на ветру сразу. Так, ну давайте, пока камера включенная, посмотрим нашу удочку. Здесь натяжка вот какая-то, я непонятная, не знаю, или груз такой, или что-то ёрш висит. Но какая-то натяжка есть. Что-то там, походу, на удочку попало. Сейчас мы это увидим. Что там у нас клюнуло. Скорее всего, это ёрш, наверное. Нет, это трава. Это просто такой клок травы. И все. Ладно. Удочки у нас тоже будут подняты. Но это будет чуть позже. Я смотрю, натяжка вроде есть, но в то же время не дергается. Это трава. Такая же трава, наверное, и на том комбайне, то, что не дергается. Глухозимье в наших краях, друзья, глухозимье. Пошли долбить дальше, погреться хоть. Так, готова у нас вторая троечка. Лед толстенный. Так, что у нас тут? Тоже нифига интересного, да? Мальки. Походу все пусто. Так. Все, я, наверное, даже не буду делать двойную работу, чтобы в дальнейшем лишний раз к ней не возвращаться. И одалбливать я сразу начну, наверное. Так, не совсем сразу. Время терять, но сейчас проверю уже. Сейчас проверю, а потом буду сразу отцеплять и вот так вот оставлять палки. Это у нас так будет до весны. Весной, возможно, сюда вернемся, когда будет тепло, когда рыба шевельнется. Возможно, здесь мы половим хариуса. Ну а пока здесь делать нечего, это точно. Надо сматывать удочки. Здесь, походу, маленький налим или что, я не понял. Тоже пусто. Все пусто. Сейчас сюда вернусь. В общем, как-то так. В принципе, этого я и ожидал. Народ еще только начинает выставляться. Вон Андрюха говорит, вчера только ставили палки здесь мужики. Ну, до января, возможно, тогда пойдет ход налима. Ждать мы не будем. С таким же успехом мы можем и возле поселка порыбачить. Так, тут мальки живые. Рыбы нет. Эти все палки будут подняты. Готова еще троечка.
лунки долблю все меньше и меньше, потому что лед толстенный. И тратить время и энергию на лишнюю долбежку, тем более шанса вообще мало, что что-либо попадется. Вон, как видим, здесь тоже пусто. Нет никакого желания. Все, поднимаем сразу, без вариантов. Оставляем только те палки, где есть живые налимчики. Это шанс на трофейного. Их, не знаю, штук 5 может быть есть, как минимум, может быть больше. Сейчас мы заодно это и увидим. Никого. Крючки пустые, видать, ясь ходит, ясь долбит. Как-нибудь здесь мы будем ловить по-другому. Не попали мы на ход налима. Река встала поздно, налим идет пораньше. Основной налим, видать, прошел по открытой воде. По открытой мы его половить успели. Все. Вон все крючки пустые. Все, не вижу дальнейшего смысла такой рыбалки. Сматываем удочки. Так, здесь у нас не троечка, а двоечка. Потому что первую палку мы не отдолбили. И дырки делаю, отверстия все меньше и меньше. Так. Потому что нет надежды на налима уже никакого. Зацепляется в лед. Блин, натяжки никакой. Ладно, потом разберемся, не будем тратить время. Натяжки нет, значит и налима нет. Никто не дергает. Ну, примерно вся проверка у нас сегодня, скорее всего, такая и будет. Я так думаю. Можно вообще не снимать, наверное. Пусто. Пусто, друзья, пусто. Да, не весело, не весело. В общем, друзья, идет планомерный подъем палок. Оставляю, вот одну оставил, вторую и третью, вроде там где-то 3 оставил, где живые налимчики. Потом досажу мальками. Остальные, которые пустые, поднимаю все, потому что лед толстый. На некоторых палках уже выключаюсь, потому что смысла нет показывать пустые палки. Здесь у нас продольник. Вроде какая-то натяжечка. В общем, глянем. Может быть, свершится чудо. Что-нибудь да попадет. Может быть, свершится чудо, что-нибудь да попадет. Или просто дергать никто не дергает. Но натяжечка есть. Натяжечка есть. Что-то даже задергалось. Это, скорее всего, мелкий налим. Или хариус, или что-то такое. Ну, что-то дергает. Вот он, вот он. Вот он, вот он. Да, это налимчик. Вот такой вот налимчик попал. Где-то на полкило примерно весом. И все. Этот продольник мы оставим. Потому что, ну, как бы на одной палке. А этого налимчика куда? Этого забираем. Он какой он пузатый. Икристый. Он еще не отнерестился, но не знаю почему. На Енисее, говорят, есть такой период преднерестовый жор. Наши печорские налимы перед нерестом походу пастуют. Вот так вот. Мальку не взял, пока руки коченеют.
сразу. Сейчас потом все это проверю. Возьму мальков. Да и ведря они просто будут замерзать. И по-быстрому все это дело мы наживим. И оставим пока этот продольник. И те палки, которые с мелкими налимчиками, тоже оставим. Итого будет уже не 30 палок, а где-то их будет максимум 10. Руки еще в слизи. С ветром вообще труба при морозе прижигает руки сразу. Опять же забыл полотенце. В общем, ни о чем, ни о чем. Это не рыбалка, это мозга. В общем, сами поняли, да? Все, руки уже окоченели. Выключаемся. Вот и Андрюха топает. Обалденно! Дембельский аккорд! Поднимаем очередную палку. Здесь мелкий налим. Ну что, рассказывай, поймал монстра? Монстр не поймал, но поймал. Поймал все-таки? Сработали? Одна же где попалась та трешка вчерашняя. Такая же? 2,5 где-то. Поменьше чутка, да? Молодец. Комбайн на 3 рыбы. Харюза. Да? Один грамм 500, другой жиган он пустил. Третий ёрш. Вот такой. А, 3 рыбы, блин. Ты говоришь, харюза, я думал, 3 харюз. Вообще, харюза вот А этот что не сыграли? загнутый был. Я уже все сматываю. Лунки потаскиваю. Тюкает что-то. Ёрш что ли? Представляешь, такой харюз. Заглотил, да? Вообще, то ли давление, щука вообще вот так вылезла, понял? Ну, жива еще, да, была? Конечно, жива. То бишь, походу, вообще давлюха такая, что у него такие все. А харюз заглотил? Харю заглотил, жиган тоже, но он достал хорошо, отпустил. А, Такой жиганчик. понятно. Смотрю, там тоже Вот один и все. пацана поймал, да? Я все поднимаю. Где, короче, есть налимчики, я их оставляю. А где пустые, даже живые мальки нет, все поднимаю. Здесь вот тоже маленький налимчик. Ну, надо потом будет ведро взять, не знаю, или... В общем, я сейчас их отдолблю. Там, кроме налима, уже получается еще пустые крючки-то есть. Насадить, в принципе, можно, не заморачиваться, бог. Что, понту-то зачем? Ну да. Пускай уже налимчики висят, да, уже что. И засыпаю лунки, и получается, они остаются, а все, что эти пустые, остальные все поднимаю, все. Ну и уже все, поднял, все осталось. Да, 3, 4, 5, 6, 7 палок осталось. Ну и там 8-я, первая, которая с тюрьмой. Да. И Ну все. да, пускай живет, конечно. Остальные все поднял, лишь мотолица не взял, тут просто на палку наматываю, потом приду уже, чтобы не отдалбливать, время не терять. Все, хватит. Нет, тут сколько у нас осталось, смотри. Штук, наверное, 5 точно есть. Ну, этого черта еще оставил, вот этого бычка. Пусть плавает пока. Там палку колбасит, конечно, ну ладно. Все, давай. 7 налимов и нормально, да? Ой-ой-ой. Погода лютует, ветер дует. Хивус или как там, но Хивус обычно с севера, тут он южный получается, а там юг, восток, юго-восток херачит, короче, полный. Насквозь продувает, холодина. В общем, закончили мы на сегодня проверку, но в основном это был подъем. Основные палки подняли, у нас осталось что-то раз, два, три, ну, палок 8, наверное, осталось мелкими налимами. И один продольник закинул на мальков. В общем, посмотрим, что поймал Андрей сегодня. У меня, как вы видели, был один налимчик. Улов Андрея, вот он, доставай. Не зря ставил он жерлицы. И не зря стоял комбайн. Вот это вот такой вот красавец хариус.
И это вот такая щучка, и чуть-чуть меньше, чем вчерашняя, буквально грамм на 200, наверное. Вот, и получается один налимчик, которого вы видели. Вот, тоже где-то на полкило, где-то, может, грамм 455. Что, чай пьешь? Все, да, сейчас попьем чайковского, на дорожку немного согреемся. И на всех парах летим в деревню, сборы, все такое. И сегодня выезжаем в поселок Троицко-Печорск. На завтра уже заказан для Андрея билет на автобус. Хотели чуть подольше порыбачить, но, во-первых, нету смысла. Как вы сами видите, все впустую. Во-первых, во-вторых, у Андрея там такие дела, что действительно надо побыстрее добраться домой. За конем, да? За конем, Геннадий, да, стоит уже, ждет. Конь в стойле, а конюхи, короче, очень дорого дерут за то, что содержат этого коня. Ну, какой конь, это вы увидите у Андрея на канале, так что заходите, смотрите, заранее говорить не буду. Но это тоже, ребята, конь, настоящий конь. Так что давай по Чайковскому. Это в натуре чай, а не то, что вы сейчас подумали. Все, закончилась, можно сказать, наша рыбалка, наш выезд. Не дала немножко, да? Да, Печора немного не дала, но это уже шло к тому, это уже по ходу глухозимья. Я Андрея предупреждал, что в середине декабря рыба уже не берет. Но было чуть раньше, видать, глухозимье началось немного пораньше. Но в то же время, когда у кого не спрашиваю, все говорят по нулям. У нас есть один крупный налим, есть 2 крупные щуки, 2 хариуса. Мы от нуля ушли, далеко ушли от нуля. Так что все нормально. С пустыми руками мы уже не выезжаем. И все-таки это не магазин, мы приезжали сюда не за рыбой, мы приезжали сюда на рыбалку. Серьезно, Геннадий, правильно. Так что все нормально, все впереди. Сейчас едем домой. И как мы посмотрим, общий улов, он будет весьма впечатляющий. Все, руки замерзают, выключаемся. Так, ну что, вот мы и дома. Собираемся на нашей летней кухне. И традиционное подведение итогов. Вроде бы ничего не клевало, вроде бы ничего не... Ну, ловить-то ловили, просто не ловилось. В общем, вот итог нашей всей рыбалки. Это 2 такие красавицы щуки. Налим на 4 килограмма. Правда, замерз так некрасиво, ну ладно. Да, ну что теперь, его уж теперь не разморозить, я и так еле отколупал. 2 хариуса, красавца, 3 язя, 1 небольшая щучка и налимчик вот сегодня вот такой малышочек. Вот и все. Как-то вот так. Делить, кидать жребий куда-то что-то сегодня по-любому это нет, делать не будем, потому что если была бы куча, здоровенная куча, мы бы, конечно, поделили. А так, весь этот улов по праву гостя отправляется к Андрюхе. Печорскую рыбу он все-таки поймал хоть немножко. Ну да, да. Так что есть, то есть. Печора выделила тебе столько на этот раз. Это... Но с другой стороны, летом мы таких щук даже не поймали. Вроде бы куча окуней, куча всего. Щуки красавцы, конечно. Красавицы, налим хороший. Ну, что теперь, если попали мы на такое время, что глухозимье уже у нас началось не в середине декабря, как я Андрею говорил, а до неделю раньше. Так что ничего страшного. Летом мы с Андрюхой уже порыбачили. Зимой, глухой зимой порыбачили. Так что Впереди весна, Геннадий. впереди весна, да. Я ему, Андрею, сказал, говорю, вот будут время продольников, лед уйдет. Там шансов не будет у рыбы никакой, потому что продольник это у нас, это уже, ну, результативно, так сказать. Так что следующая рыбалка у нас будет, скорее всего, весной. И тогда уже мы покажем Кузькину мать. Точно так. А то все говорят, что мы рыбу ловить не умеем. Да все умеем, просто рыба не всегда ловится. Это, повторюсь, не магазин, с одной стороны. Но с другой стороны, это тоже улов. Это хороший улов. Не пустые, то хорошо, правильно? Ну да, согласен. Так что сегодня хотели переночевать здесь, ну как бы отметить немножко проводы, но позвонили домой. Дома небольшой там аврал, кипиш, не с кем генку оставлять. В общем, все такое. Едем, выезжаем в поселок.
нормально посидим, нормально отдохнем. И завтра с утра уже отправляемся провожать Андрея домой. Билеты уже заказаны, куплены. Вот и все. Закончилась очередная рыбалка. Следующую пока еще не планирую. Что получится, то получится. Так что всем пока, друзья. До новых встреч на канале Коми Рыбак. До свидания.